Мы говорили о дореволюционных фотографиях Иосиф-Сысольский, как он выглядит до революции. Потом мы говорили о послереволюционных, гражданская война и до 20-х годов. Вот. И сейчас у нас 30-е, 50-е годы. Вот 60-е там мы уже не будем трогать, потому что я думаю, что 60-е уже здесь все видели своими глазами. Вот. А 50-е и 30-е, 50-е это... То есть мы опять пойдем по схеме, что я покажу что-то необычное, что было, а сейчас уже нет. Вот куда, вот оно пропало и тому подобное, ну и, значит, попытаемся сделать. Значит, но прежде чем я скажу, маленькое вступление. Вы понимаете, что вот отсюда, вот именно с этого места, начиналась торговая площадь. Это был практически центр Иосиф-Сысольска. Потому что город жил за счет этой торговой площади, этой ярмарочной площади. Сюда съезжались раз в год или даже несколько раз в год съезжались. И здесь происходили огромные ярмарки, вот, которые кормили практически здесь всех купцов. Все знали с Верховья, Вычегды, там, я не знаю, с Двины. Сюда съезжались огромная масса, здесь шла торговля. Это то, что кормило город. Это один центр. Но безусловно, что вторым центром это были храмы, это духовные центры. Вот. Итак, мы шагнули в новый этап города. Мы шагнули уже не в Иосиф-Сысольск, а в Сыктывкар. Что же является центром? То есть какие центральные вещи? Итак, очень долго вот эта площадь продолжала быть центром. Практически до 30-х годов, но она уже потихоньку превращается в парк. Если вы помните, на предыдущих экскурсиях я рассказывал о том, что это превратилось в основное место, где ходили с парадами. Тогда это была очень важная традиция, ходить с парадами, ходить с всякими шествиями и тому подобное. И вот здесь вот происходили все как бы культурные действия. Вот, значит, здесь стоял кинотеатр, если помните, деревянный такой летний. Вот я рассказывал, вот даже показывал, что тут вот есть небольшая возвышенность. Это вот как раз остатки этого кинотеатра. Они сохранились до сих пор. В смысле, такой чуть-чуть приподнятая почва. То есть вот везде она на склоне, а здесь она выровнена. Вот под этими вот как раз всякими вертушками. Это тоже рассказывал, да. Вот, и здесь стоял кинотеатр. Заметьте, что вместо храмов как бы духовными центрами становятся кинотеатры и дома культуры. Это очень важный момент. А что касается экономически, советская власть это не рыночная. Советская власть это не рыночная конструкция. И, значит, город кормится за счет привоза чего-то, без торговли, распределения и тому подобное. И поэтому, значит, рынок отпадает, и центром становится именно вот это вот, скажем так, культурное времяпровождение. Что же здесь есть необычного вот в этом самом месте? Вот можете взглянуть на фотографию. Это фотография 30-х, 40-х годов. Вот. Значит, вы можете взглянуть на эту фотографию и увидеть, что парк вообще был весь огорожен забором. Некоторые даже помнят это. Забор высоченный и много проходных. Здесь была проходная, вон там была проходная, там была проходная. То есть в парк просто так не попасть. Это сейчас заходи. А тогда, извините меня, даже были моменты, когда по билетам пускали в парк. Вот, даже такие моменты были, есть описание этого. Вот, но эта проходная менялась. И вы сейчас видите такую довольно упрощенную проходную. Вот как она выглядела, значит, тоже в 30-х, 40-х годах. Вот как она выглядела. Здесь стоял огромный такой, значит, метра, наверное, ну, метров 5-6, вот такой вот выступ, на котором стоял флаг, тут всякие надписи были, вот скульптура стояла, вот, и, значит, безусловно, опять же, проходная, забор, но что еще замечательно на этой фотографии? На этой фотографии заметны люди, везущие сено. Это очень важный момент. Дело в том, что, я потом вам дальше покажу, город-то весь, 30-е, 40-е годы, и 50-е, продолжал быть деревянным, частным. То есть все имели коров, стада коров бродили по городу, собирались, уводились, пастухи были общественные. То есть вот эта культура того, что мы сами себя прокормим, она продолжала существовать. И вот эти вот везущие сено люди, это, кстати, для корма своих коров, это, кстати, очень важный признак. Вот. Может быть, они, кстати, везли откуда-то из Заречья в сторону какого-нибудь там, я не знаю, колхоза. Тут же было несколько этих самых сельскохозяйственных коммун. Вот могли везти туда, собственно. Но город был весь деревянный, и мы с вами, кстати, проследим, как город постепенно превращается в каменный. Пока, вот на начало 30-х годов, город деревянный.
Это первая наша часть. Вот таким необычным образом выглядел парк. Вот. Да, еще были, по воспоминаниям, был даже сторож внутри парка, который по ночам охранял. Внутри парка Вообще-то была дирекция театра. Да, но театр тут... Нет, дирекция парка была. Дирекция парка, да, была. И целое здание было с дирекцией, Да, там была целая администрация. Да непонятно, куда все девалось. Вот это вот с этим все очень Да, сложно. долго. Здесь же очень много скульптур стояло. Да, Очень да, много. да. По парку было... Здесь очень известный стоял бюст Ленина вот там вот. Есть одна фотография, вот, очень интересная фотография. Эта фотография уже, это тоже конец 40-х годов, уже после войны. Заметьте, вот здесь должен стоять Ленин. Его нет уже. Куда девался Ленина бюст? Но он здесь, на некоторых фотографиях есть бюст Ленина здесь. А тут он исчезает куда-то. То есть вот там он стоял.